Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Отступление сильных морозов и начало весны не дает расслабиться жителям Якутии. У нас каждый сезон года чреват своими чрезвычайными ситуациями. Теперь нам следует ожидать периода вскрытия наших северных рек. О подготовке к паводку расскажет наш гость в студии Дмитрий Лепчиков, председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие прогнозы по предстоящему паводковому сезону в Якутии? По данным наших коллег с Якутского управления гидрометслужбы и исходя предварительной оценки сегодняшней погоды, дает основание говорить о предстоящем периоде паводка, близким к многолетним данным, но скажу о том, что прогнозы мы получим более четкие к 14-15 апреля текущего года. А в каких районах ожидается наиболее сложная обстановка? Я повторюсь о том, что мы прогнозы получим 14-15 апреля. Но если идти по наихудшему сценарию, то возможны и заторообразования, возможны на основных реках, это, если говорить о реке Лена, это Явленском, Алюкминском, Хангаласском, Токобяйском, Намском районах. Но на реке Алдан мы прогнозируем на реке Алдан мы прогнозируем в районах Усть-Майского, Тампонского районов, а на реке Колыма на участках Среднеколымского района. А какие задачи основные у правительства республики для наиболее безопасного прохождения половодья? Правительством Республики Саха-Якутия традиционно мы сразу же после Нового года мы приняли распоряжение правительства, где органам исполнительной власти, министерствам, ведомствам, органам местного самоуправления поставили четкие задачи по подготовке к предстоящему паводку. Основные задачи определены в данном распоряжении. Это и Министерство сельского хозяйства по подготовке мест отгона скота, Министерство образования, здравоохранения, жилищно-коммунальному хозяйству по подготовке объектов жизнеобеспечения. А когда начались подготовительные работы и что уже сделано на сегодня? Подготовительные работы еще, они у нас начинаются с прошлого года, еще в прошлом году, в осенний период. Мы осенью проводили мониторинговые работы, наблюдали за тем, что при больших уровнях воды образовался ледостав. А также вот сейчас, можно сказать, что первый этап, он у нас прошел. Сейчас мы входим в активную фазу подготовки к безопасному пропуску весеннего паводка. Буквально на прошлой неделе прошли и республиканские, и общие российские командно-штабные учения, где принимали участие и органы местного самоуправления, и органы исполнительной власти. Также, например, 16-18 на базе Высшей школы менеджмента провели семинар с ответственными специалистами по подготовке документов на возмещение ущерба, а также по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целом. А какие-то мероприятия еще планируется проводить?
Да, ежегодно нашими коллегами с Министерства экологии, с Ленского бассейнового водного управления на реках проводятся превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда. Это и распиловка, это и зачернение на затороопасных участках. Вот в январе месяце прошел научно-технический совет Ленского бассейнового водного управления, и на данном совете определены места проведения данных мероприятий. Также готовятся пункты временного размещения, готовятся места по отгону скота, проверяется система оповещения, проверяются, будут подготовлены, в готовности будут и материальные резервы, и муниципальные, и республиканские. А какой из видов работ является самым эффективным и в каком случае он проводится? Ну, работы-то, конечно, их можно разделить на разные виды. Вот, например, дноуглубительные работы на малых реках, это и русловыпрямительные работы. На данные цели выделяются республики из федерального бюджета субвенций. Также проводятся дноуглубительные работы на основных реках, это по навигационным путям. Ну, а также мы готовы, наши взрывные команды будут работать в этом году 2 звена взрывников, которые будут реагировать при заторах на реках республики. А насколько эффективны в предотвращении заторов проведение дноуглубительных работ? Ну, дноуглубительные работы вот, в свое время в советский период, да, на реках, практически на всех участках, на перекатах проводились дноуглубительные работы. Я считаю о том, что данные работы тоже эффективно влияют на безопасное прохождение ледохода. Но данные работы проводятся на именно судоходных участках, именно по судоходным путям. Но в любом случае данные работы тоже дают свой эффект. Дмитрий Николаевич, какие ведомства подключены к работе и за что они отвечают? Ну, вот как я сказал, что мы приняли распоряжение правительства, где практически каждому органу исполнительной власти, органам местного самоуправления, крупным предприятиям промышленников поставлены четкие задачи. Например, сегодня нужно обследовать дамбы, гидротехнические сооружения, уточнить планы эвакуации, уточнить места и отгона скота тоже, да, а также обследовать пути эвакуации, водопропускные трубы. И сейчас эта работа началась, и она будет продолжаться до самого прохождения ледохода. Зима и начало весны выдались богаты на осадки. Как это меняет ситуацию и есть ли какие-то опасения? Да, это, конечно, на прошлой неделе, да, в последний период мы наблюдали сильные осадки. Это, конечно, думаю о том, что это тоже одна из факторов повлияет, как будет проходить весенний ледоход. Но я думаю о том, что данные, как повлияют именно данные осадки, мы увидим и услышим только от наших коллег ближе к 15 апреля.
А уже планируется ли провести где-нибудь эвакуацию и как идет подготовка к подобным ситуациям? Ну, подготовка идет активно. Если говорить о пунктах временного размещения, у нас в республике более 700 пунктов временного размещения, где в паводковый период планируется подготовить и развернуть порядка 271 пункта временного размещения. Данные пункты временного размещения будут подготовлены для эвакуируемого населения, будут проверены и Роспотребнадзором, и Пошнадзором. Они должны быть у нас оборудованы всем необходимым, и организовано должно быть и питание, и постельное это белье, и комнаты для маленьких, и пункт, медицинский пункт, скажем. А какая работа ведется и будет вестись с населением республики? Мы данную работу ведем постоянно с нашими коллегами с органов местного самоуправления. Будем доводить информацию, прогноз предстоящего паводка, как будет проходить паводок и какие задачи стоят перед органами местного самоуправления, мы обсуждаем на КЧС, на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Будут и через средства массовой информации, через мессенджеры, интернет-ресурсы. Мы постоянно будем доводить информацию. Также на постоянной основе мы будем доводить и прогнозы предстоящего паводка. То есть все подробности нам предстоит узнать только в апреле? Ну, более четкие и более приближенные будем знать только в апреле, но наши оперативные службы должны быть готовы по наихудшему сценарию. Дмитрий Николаевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. О подготовке к паводку, опасному периоду мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.